Доброго времени суток, дорогие друзья! Как всегда, среда, вы смотрите «Город женщин», и сегодня с вами наша любимая команда, сами себя любим, да? Да. Это я, Дарья Анкехова, Мария Куницкая и... А Бемы Лазаревой сегодня нет. Нет, но она все Но равно она с нами, да. Бемочка, мы желаем тебе скорейшего выздоровления, возвращайся к нам. Среда, как всегда, рада тебя видеть. Ну что, Машенька, сегодня у нас такая очень, интересная девичья тема такая, да? Вот, Да, очень. И главное, она занимательная. занимательная, и главное, она еще, знаешь, такая познавательная, потому что уехать жить за границу может не каждый. Вот я в свое время не рискнула, и, возможно, об этом жалею. Я точно так же не рискнула, но я не могу сказать, что жалею. Но, Америка обойдется без меня. и я тоже так думаю, она справляется самостоятельно. Но сегодня в нашей студии будут потрясающие девушки, которые смогли, уехали и благополучно живут далеко за пределами нашей республики. Но о том, как они живут, мы узнаем чуть позже. Ну а сейчас переходим к нашей постоянной рубрике «Лайфхаки от Маши». Ну что, Машенька, как ты говоришь, Америка обошлась без тебя? Да. Но Обойдется. Обойдется только без тебя, да? Но мы сегодня с тобой о чем поговорим? Я знаю, что тема у нас как раз связана с путешествиями. Да, я решила сегодня не брать с собой пластиковые бутылки, старые джинсы и швейную машинку. Мы научимся достаточно правильно складывать вещи в дорогу. Ну, давай. Вообще, это, как всегда, большая проблема. Когда ты складываешь вещи и когда открываешь багаж, они у тебя распадаются, как пазл. Его потом собрать невозможно. Вот примерно так происходит у меня. Поэтому чемодан беру на 2 раза больше. На Вот. 2 размера больше. Во-первых, советуют обязательно пользоваться вакуумными пакетами. Если что-то есть такое, что не нужно брать срочно, то нужно это где-то так откладывать на дно или в те карманы, которые не нужно, и складывать их в пакеты, и желательно вакуумные. Потому что никто не дает гарантии, что вам не понадобится свисток в самолете. Нам же раздают эти жилеты, свистки. Нет, что значит вакуумные пакеты? Вот который так делается? Да. Несколько вариантов складывать одежду существует. Один из них, 2 я покажу, как брюки складывать. Значит, вот у нас брюки. Это джинсы, гладить их не обязательно перед дорогой. Значит, первый вариант, мы складываем друг к другу штанины. И одну из штанин делаем вот так вот. И начинаем закручивать с верхней части. С верхней части закручиваем. А потом берем так волшебным образом. И вот эту штанинку выворачиваем. Все понятно. В свою же штанинку попадают... Штанины. Вообще весь принцип вот этого упаковывания вещей, чтобы они потом не разваливались, это создание такого как будто конвертика. То есть это вот один вариант джинс. Маш, то есть ты считаешь, что это практичнее, когда вот ты скручиваешь вещи, больше помещается, это правда или это больше миф? помещается. И я говорю, что когда бывают разные случаи, не упаковали вы багаж в пленку, или у вас молния лопнула, То есть... чтобы вещи не рассыпались, достаточно быстро их собрать. То есть выпала вот такая штучка. Ее раз взять. Больше того, это дополнительный карман. Вот сюда можно складывать что-то мелкое. Те же самые какие-то набор, как карман. Это дополнительный карман внутри. Носочки. Носочки. Можно складывать, допустим, шлепанцы, если вы на юг едете. Маш, давай еще раз покажем телезрителям, как это делается. Так, берешь джинсы, складываешь пополам. Сейчас. Вдоль мы сложили джинсы вдоль. Вот, мы складываем джинсы вот так. Вдоль. А одну штанину? Одну штанину под углом 45 градусов, где-то на уровне колена. Можно, если вы не хотите складывать, можно вот так вот делать. Вот такие вот, не закручивать, а делать как будто бы подушечку. И вот эта часть, которая болтается, мы ее выворачиваем. И получается вот такой, как в мешочек, в собственный мешочек из штанины. Отлично. Штаны я поняла, как складывать. Дальше. Это еще один вариант. Это один. Есть другой вариант сложить штаны тоже. Может, мы уберем эти вещи? Нет, можно переложить их, если не мешает. Давай ко мне. Куча вещей. Собралась в отпуск. Да, собрались в отпуск. Так, опять мы складываем штаны. Надо выровнять их, чтобы они были монолитом. Сложить вперед. Делаем вот так вот. Закладываем вот сюда. Это, допустим, если брюки, не обязательно джинсы. То есть сначала длину штанин, да? Да, длину штанин убираем. И после этого складываем вот так. Тоже получается монолитный.
Они очень сильно мяться не будут в этом Здорово. случае. Это же можно и в шкаф так сложить. Совершенно верно. Это можно складировать также и дома. Это очень Просто, удобно. Маш, я сегодня все джинсы Так. сложу именно так, Маш. Есть вот худи. Как складывать худи и всякие Что такое свитеры? худи? Ну, это вот свитшоты. Толстовки, Маш. Толстовки, да. Значит, Худи. мы берем, также вот у нас с капюшоном, мы складываем сначала вдоль изделия, рукав сюда, это сюда, рукав вдоль. Опять же сделаем раз, два, и здесь нам в помощь капюшон. То есть, опять же, мы это уже в капюшон всё Капюшон, прячем. да, вот так вот закручиваем, и получается как такая маленькая у нас вот такая вот подушечка. И Да, еще можно кстати, между прочим, вытащить и поспать совершенно верно. Можно использовать как подушку в том же самом самолете. То есть вот и по такому принципу мы складываем все. Допустим, ту же юбку мы делаем из нее собственный кармашек. Вот, мы опять же складываем прямо, закладываем. А где здесь кармашек? Вот, выворачиваешь. Я поняла. То есть Короче, везде, всё надо прятать везде в по одному кармашек. принципу, да. И заметьте, вот это, конечно, я вам правда говорю, вот этот карман дополнительный внутри вещей, он очень выгоден. Ну что, Машенька, спасибо тебе за твои потрясающие лайфхаки. Ну, надеюсь, что следующая гостья владеет этими навыками в совершенстве, потому что она уже не первый год проживает далеко за территорией нашей республики. Давайте знакомиться. Вида Ефремова. Здравствуйте. Проходите, Вида. Добро пожаловать уже в город женщин. Приветствуем вас, очень рады видеть вас. Ну что, откроем небольшой секрет. Вида уже много лет проживает на постоянном местном жительстве в Японии. Вот, Вида, расскажите, поделитесь своим опытом, как вы вообще оказались там и с чего вдруг решили переехать жить в Японию? Здравствуйте, Здравствуйте. Мария, Дарья. Здравствуйте, телезрители. Меня зовут Вида. Со своим мужем, сыном мы проживаем в городе Токио, в Японии. Переехали мы 8 лет назад, в 2011 году. Мы буквально вчерашние студенты взяли и переехали в Японию. Это сначала была префектура Таяма. Переехали мы по причине работы мужа. Муж занимается у меня автомобилями японскими. Так что, если будут вопросы, вы можете обращаться. Да? Ну, то есть, по сути, вы туда полетели не по своей собственной воле, вас туда Направила судьба. отправила судьба в виде Верно. мужа. Да, верно. В виде мужа. Да. Судьба в виде мужа, хорошо. Ну, скажите, пожалуйста, вы же не просто так, вы владели японским языком, потому что вы учились. Востоковед, да? Да, верно. Мы с мужем одногруппники. Мы вместе изучали японский язык, и по специальности мы филологи японского языка и литературы. То есть вы в совершенстве уже владели японским языком и спокойно поехали в ту самую, наверное, любимую страну для вас на тот Да, момент. да. А до этого вы каким-то образом, путешествуя или туристически туда посещали? Да, да. Мы с мужем посещали языковые курсы в Японии, так что опыт жизни в Японии у нас уже был на тот момент. Ну и когда вы отправились туда в далеком 2011 году, вы сразу понимали, что вы останетесь там жить навсегда? Или вы поехали просто провести, Да, допустим, пробный. зиму там, да, пробный Пробную. вариант? Верно, верно. У нас были сначала сомнения о том, чтобы останемся мы здесь насовсем или какое-то коротенькое время. Сначала дедлайн у нас был в 3 года. Думали, проверим себя в течение этих 3 лет. Если понравится жить в Японии, то мы уже останемся там насовсем. А вы в зимнее время решили уехать или в летнее? В зимнее. Зимой. На самом деле мы убегали от нашей суровой зимы. То есть зимой взяли годовалого сына и рванули в Японию, да? Верно, да, точно. Ну и вот, хорошо, приехали, да? Языкового барьера особо, наверное, не ощутили. Ну, конечно, там немножечко Не, практики, наверное, да? акцент какой-то. Да, всё равно акцент был, но присутствует, да, или- все равно вы не попали в ту страну, где вы прям бегали и не видели, не понимали, что написано. Сложности, конечно, Дарья, были, потому что это все равно другая культура, другие люди, свой менталитет. Знание японского – это одно, Да, а говорят, общение они с очень местными щепетильные. жителями – это другое. По практике в Японии мы набрались больше японского, больше разговорного, да, верно. А вот как раз-таки я хотела по традициям. То есть вы, окунувшись в мир японской культуры, гораздо больше узнали практических, наверное, вещей, да? Такие, как вот при походе в магазин, как обращаться, как что покупать. Насколько это отличается от нашего? Такими лайфхаками я уже Да, полностью овладела, будучи студенткой. Это были самые необходимые
фразы, можно сказать, это общение в магазине, требования скидки, размеры, да, Куда пройти, как... куда пройти, да. Спасибо, То есть до в этом свидания. плане Да, уже были да. подготовлены. Отлично. Ну, вот, допустим, тогда все-таки вы говорите, были нюансы, были сложности, но вот самая глобальная проблема, с которой вот вы прям приехали и просто в шоке, что, как с этим бороться, как это решить, возможно, залезли в интернет, спрашивали у знакомых, вот была ли какая-то вот одна такая прям проблема, ну, даже не проблема, а какой-то такой нюанс, с которым вы прям боролись? Ступор. Да. Ступор, так. Да, что вас вызвало ступор? Дайте подумать. Ступор. Ступор. Вот Наверное, сами японцы. Японцы, наверное, больше. Они, можно как сказать, немножко холодноватые, что ли. С ними невозможно Сдержанные, да? сблизиться. Ну, вот как с подружками у меня Они дети отстраненные, якутские. да, так на расстоянии отстраненные. руки? Они очень культурные, они очень вежливые. Но это все вот на каком-то отдалении. Да. То есть вы все время были в своем треугольнике. Муж, сын и вы, да? Благо, префектура Таяма славится, ну, своими жителями русскими из Приморского края. Там очень как много интересно. приезжает из Владивостока. В основном это машинный, автомобильный бизнес. И у меня там был свой круг общения, подружки, встречи, поэтому я... То есть вы совсем так уж не скучали, не грустили, да? Ну хорошо. И теперь, сегодня вы проживаете там, да? Как часто вы приезжаете на родину? Мы стараемся раз в год точно приезжать. Сейчас, тем более, у меня сын учится в японской школе, а, как вы знаете, в японской школе нет очень длинных каникул. Да, там нагрузки огромные. Самые длинные каникулы длятся 3 недели. И вы за эти 3 недели прям обязаны успеть прилететь в Якутию? А мы еще хитрые, мы заранее договариваемся с учителем, и недельку мы себе еще лишнюю отбиваем. Отлично. Здорово, Ну, то есть на молодцы. сегодняшний день сын у вас учится в Японии, говорит на японском языке, говорит на русском языке. На якутском говорит? Якутский? Сын, получает, как я ранее говорила, он с 1 года в Японии, и в Японии он в детский садик пошел уже, когда ему было 1 год и 2 месяца. И японский язык он изучал наравне с японскими детьми. Сейчас он свободно говорит на этих наших 3 языках: японский, якутский и русский. Но больше всего я поддерживаю, конечно, знание якутского, потому что русский, он вокруг, он легкий, а японский — это вся среда в Японии. Отлично. Здорово. Ну что, очень интересная беседа, да, Машенька? Вида нам рассказывает очень интересно, да, о себе, о своей жизни, о муже, о своем ребенке. И, конечно, после рекламной паузы мы вернемся к этой интересной беседе. Продолжаем наш эфир. Хотелось бы вам напомнить о том, что спонсор нашей передачи – это акционерный коммерческий банк «Алмаз Эргиен-банк». Простое решение для милых дам. Ведь «Алмаз Эргиен» подготовил специальное предложение для всех прекрасных дам. С 1 по 31 марта 2019 года можно оформить кредит «Простые решения» по сниженной процентной ставке. Подробные условия предложения можно ознакомиться по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 100 34 22 в офисах банка, а также на сайте albank.ru в разделе «Кредитование». Ну что, мы продолжаем наш эфир. До ухода на рекламу мы познакомились с прекрасной Видой Ефремовой. Вида уже много лет проживает... 8 лет. 8 лет проживает в Японии. И вот хотелось бы спросить такой вопрос, Вида, у вас. Считается, что японцы славятся своим долголетием. До сих пор это является истиной, или же все-таки уже современный век немножечко как-то укоротил, да, их? Верно, да. По статистике, по Всемирной организации здравоохранения, японцы до сих пор занимают лидирующие позиции по всей Японии. На самом деле, долгожителями в Японии считаются жители острова Окинава. Почему, интересно? У них там особенный климат и особенная вода. Этот секрет я еще в процессе познавания. Познавания, да? То есть вы, возможно, переедете в скором времени туда, и потом мы будем говорить, что на этом острове есть долгожительница из Якутии, правильно? Сколько вы собственному здоровью там, и как вот сложности как с лежением за своим самочувствием, за состоянием здоровья себя, ребенка, мужа, как вы, насколько сложно там это? На медицину в Японии я не жалуюсь. Так как мы проживаем там постоянно, мы платим обязательную медицинскую страховку, которая напрямую зависит от официальной заработной платы. То есть чем больше человек получает, тем больше он платит за медицинскую страховку. Например, ребенок до 18 лет
полностью его обследование, стоматолог, вот эти Окулисты, терапевты, лекарства, все входит в страховку. Поэтому я очень рада, что в Японии не надо искать это все выписывается. Как То поликлиника. есть проблем с этим у вас не Да, было, да? выписывается все врачом. Но мы знаем, что вы занимаетесь именно вот здоровьем не просто, да, для себя. Вы также, это стало вашим образом жизни, вашей работой, да? Вы занимаетесь косметикой японской и витаминами, правда? Верно, да. Моя деятельность уже более 5 лет связана со здоровьем и красотой. У меня есть интернет-магазин, где продаю японские продукты из внутреннего рынка по всему миру. Также Отлично. Россия, Якутия туда Я как-то входит. пользовала японские витамины, селен и йод, очень хорошие. Такие они небольшие. То есть у тебя есть опыт, да, такой, Маша? Да, они приятные. очень. Ну, И сегодня в вкусные. студию вы принесли Да. что-то такое интересное, для нас непонятное, потому что здесь одни такие... Иероглифы, и даже по-английски ни слова нет. Да, и то есть Хочу, объясните. ребята, Дарья, Мария, познакомить вас с самым популярным напитком в Японии. Называется он аоджиру. Аоджиру переводится как зеленый сок. Мгм. Вот, Вот давайте он- сразу повернем, сколько в его составе всего, посмотрите. Тут все витамины. То Абсолютно. есть считается, что человеку для здоровья в день необходимо потреблять 350 грамм зелени и овощей. Да. И не всякий человек придерживается этой нормы, поэтому специально Это для хлорофилл, этого наверное? придумали вот удобный способ. Ну, это что это? Коктейль хлорофилл. или биодобавка, или как это правильно? Это не витамин, Мгм. это и не биодобавка, это пищевой продукт. Это еда. Да, Начнем с того, что... это еда. Тут в Можно я составе посмотрю, да? активный ингредиент капуста кале. Вот картинка. Да. На... Сколько там, может, показать нам из оператора? Вот, посмотрите, картиночка, вот эта капуста. Ага. Создали аоджиру еще во времена послевоенное время, когда Япония голодала, и нужно было нации восполнять все необходимые микро- и макроэлементы. Ее По- можно... Посмотрите, ее можно и с молоком, и с соевым молоком, и, И с соевым. обычной, и просто Ну, водой давайте готовить разбавляешь. уже, хочется уже Давайте. попробовать. А готовить его очень-очень просто. Главное условие, С вода бананом должна быть холодная. Холодный. При как горячей воде интересно. он теряет все свои полезные свойства. 1 стик на 1 стакан воды. Сейчас я буду это И размешивать. у вас прям деревянная ложка. Да, Такое готовились. всё. Вот они, кстати, любят все так, у них упаковка. А как, вот, Очень Вида, пока вы красивая. готовите этот замечательный коктейль, вот вы все-таки привыкли уже к кухне, Как да? красиво. Вот именно японская кухня, она же такая достаточно специфичная. Или все-таки вы придерживаетесь того, что дома вы готовите там пельмени, куриный суп и В последнее время, да, Дарья, мы стали готовить больше дома. Не потому, что японское присытились, а потому что мы, российские жители, скучаем все равно по своей кухне. А японская кухня, она мне очень нравится, потому что она пресная, она не соленая. Да, у она них очень мало соли. Она не... у них у японских каких блюд нет специфических приправ острых. Я острое не ем сама. И самое смешное, я не ем морепродукты. Страна суши. Страна суши, а я суши избегаю. Но когда приезжают ко мне гости из Якутии, я обязательно их могу им показать, где... Вида, скажите, что вы привозите в подарок обычно? Вот, наверное, вы говорите, что вы часто приезжаете в Якутию, и, наверное, вам уже заказывают. Вот больше всего что вам заказывают? Ну, допустим, родственники. Вот вези мне, вези, скорее, Да, что? что-то такое часто потребляемое есть? Да. Раньше была одежда, да, Одежда возить. одежда. А сейчас, вот честно, последние 3 года ты мне не туфли, не одежду, ты мне витамины привези, говорят. Ничего Поэтому, себе. да, То есть за здоровый образ жизни, да, да, стали? да, витамины. А как вот, так сказать, ну, для семейного бюджета, насколько много из семейного бюджета вы тратите на еду? Вот вы когда-нибудь подсчитывали это? Вот у нас же достаточно много мы тратим на еду. Да, в Японии дорого все то, что растет. Растет на дереве, все натуральное, все естественное, дороже В разы, да? в разы. И Запах очень интересный у него. Пахнет капустой. травой, да. Травой. Продукты питания дороже. да, Бывает легче и дешевле поесть где-то в ресторане, Да. чем готовить на дому. Вот так вот. Это да. Ну вот поэтому у них общепиты так развиты. Да, в да, отличие да, от наших. действительно, в ресторане будет дешевле. Вида, а вот скажи, ближайшие вот планы на будущее, все-таки вы уже живете там и понимаете, что жить вы останетесь там? Или все-таки решите еще покорить какую-нибудь страну?
Япония нам, вот, можно сказать, народу Саха очень подходит по менталитету. Японцы очень близки нам, это очень вежливый, культурный народ, и жить с ними по соседству мне комфортно. А еще радует факт, что часовые пояса у нас одинаковые. А, вы совершенно не страдаете Да, этим это- болезнью, этой ужасной болезнью. Да, это Нехватка мелатонина. Токио на самом деле ближе, чем Москва, поэтому Ой, Москва это А вот город скажи, ужасный. Вида, а скучаешь? Вот скучаешь, почему постоянно, вот, хотя уже опыта проживания достаточно такой долгий, вот ну, прям скучаешь, не можешь прям, может даже плачешь иногда. Почему? В подушку. конечно же, родные. По родным скучаю, по друзьям, подругам. И так как у нас сын вот, живет в Японии, он скучает по обыкновенному общению с братьями. Поэтому это проблема иммигрантов, да. Это нехватка Ну и- общения с... И вы, наверное, по-прежнему все-таки у вас узкий круг общения там, да? Очень ограниченный, наверное, все-таки, да, в Японии? Или как? Или, А вы знаете, что в последнее время очень много стали из Якутии приезжать? Я не успеваю соскучиться. ну, как хорошо. То есть постоянно, да, вы на связи, тут одних встретить, других встретить. Ну давайте попробуем Давайте, вот этот Я замечательный даже не знаю, как его назвать. Сок, это Коктейль напиток, наверное, коктейль, да? Как чай. правильно? И еще кому-то Да, приготовили. мы операторам раздадим во Давайте. время рекламы. Так, Давайте пробуем зеленый сок. Это интересно. А сколько раз надо топить его в день, говорили? достаточно одного стакана. Это мы сегодня с тобой полностью снабжены витаминами. Да, можно зелень сегодня не есть, да? Очень такой интересный вкус, да? Вкус Подходит- абсолютно пресный, но похож действительно немножко на морскую капусту, как будто бы. Чуть-чуть. Есть что-то отдаленное. Есть нори, да? Да, который да, да, как сушить будто делают? нори. Ага. Похож. Действительно, вот что-то я вспомнила. Идеально из- подходит детям, которые не любят овощи. М. Дал сок, с молоком размешать, они это с удовольствием пьют. Ой, здорово, спасибо большое. Мы так любим, когда к нам приходят слушай. такие очень гостеприимные люди, да, прям со своими вкусняшками, угощают нас. Прям. Вида, тут еще ну и хорошо, полезность. вот если взять в целом, да, проживание в Японии, ну это уже как твой второй дом, правильно? Да. Ты себя чувствуешь комфортно, ты научилась зарабатывать, муж у тебя также тебя поддержит, ребенок учится, все, да. Но вот если честно, скажи, были ли такие моменты, когда ты думала, ну зачем же я тут живу, зачем же я сюда приехала? Бывали моменты отчаяния? Не честно так же скажи? собраться и уехать в Да, Беларусь. собрать вот чемодан, Да, как да, точно Маша так же. собирала сегодня, и рвануть. Этот вопрос почему-то задает наш сын, который большую часть своей жизни прожил в Японии. Он говорит, Япония для японцев, а Якутия же для якутов. Почему мы здесь живем, мама? Какая прелесть. Вот сейчас вот как раз себя как Ищет, да? идентифицирует, да. И больше такие вопросы задает он. Мы, можно сказать, с мужем уже привыкли. К таким вопросам, да? Но Да. это еще время такой, возраст такой, Да, это да, да. мятежный возраст. И такое еще, да, неосознанное, да, понимание того, что происходит вокруг. Ну что, Вида, спасибо тебе большое, что посетила город женщин. Конечно, не прощаемся, да, с тобой. Мы ждем тебя в гости всегда. Приезжай еще, привози нам что-нибудь вкусненькое. С витаминами. Конечно, передавай привет своей семье и не забывай, что Якутия тебя также ждет и, конечно же, скучают по тебе все твои родственники. Спасибо вам большое за приглашение. Это для меня первый опыт съемок. Я думала, будет немножко строже. Тут просто буквально семейные... Круг. Отлично. Ну а мы продолжаем эфир. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем вещать вам о том, что весна на НВК уже не за горами. Приобретайте магнит Харесхал, и вы станете участником нашей весенней акции. Может, именно вы станете обладателем призов от наших спонсоров. А это и мотоцикл, и беседка, и сенокосилка, кухонный гарнитур, лодка, морозильник, портативный гараж, ювелирные украшения, сертификат на ружье, золотые украшения, круиз на Ленские столбы, а также многое-много ждет вас в этом замечательном весеннем розыгрыше. Мы благодарим наших надежных партнеров и спонсоров. Розыгрыш, напоминаем, состоится 31 марта на каналах НВК Саха и Мамонт. Магниты Харесхал и купон для розыгрыша призов можно приобрести в здании НВК на первом этаже, а также у общественных распространителей. Встречайте весну вместе с НВК Саха. Замечательная акция, Маш, ты знаешь, что это уже такая добрая традиция стала проводить у нас вот такой прям глобальный праздник весны на НВК. И действительно будет интересная программа. Следите за нашими каналами. Будет очень интересный вот розыгрыш. Это такая прям, наверное, самая яркая Больше фишка, того, да? даже хотели мы как-то тут в студию какую-нибудь глобальную технику водрузить. Вот не знаю, получится у нас или нет, чтобы суперприз стоял
стоял в студии. Ну вот посмотрим. Ну, ты может, представляешь, получится. приобретаем магнит Харисхал, да, ты становишься участником, при этом он у тебя остается на холодильнике, он напоминает тебе каждый И день. оберегает. Оберегает еще, напоминает о том, что совсем скоро, может быть, удача улыбнется тебе. Ты приобрела магнит, Маш? Ну да, мы же в прошлой передаче уже обсуждали эту тему. Я Ну, приобрела. я тоже приобрела У меня два. мама еще заказала, мне сегодня надо будет купить обязательно. Обязательно, это хороший подарок, я думаю, будет. Конечно. Ну что, Машенька, конечно, мы в нетерпении ждем весну на НВК. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся сразу после рекламной паузы. Нас ждет еще одна интересная гостья. Добрый день еще раз. Наша передача продолжается. И в рубрике «Следуй за мечтой» мы отправляемся на таинственный и древний остров Кипр. Привет всем из солнечного Кипра. Меня зовут Оля Якушева, и я хотела бы рассказать вам об этой удивительной стране. Сюда я приехала примерно месяц назад, и за это время отметила для себя некоторые моменты. В самом начале хотелось бы сказать о том, что местное население очень открытое и доброжелательное. Они с удивительной легкостью могут дать авто в аренду без дополнительных вопросов, не запирают входные двери и оставляют балкон открытым. Также могут выйти из машины и оставить ключи в зажигании. Киприоты ведут размеренный образ жизни, никуда не спешат. И интересный факт, то что в среду и в пятницу у них укороченный день, а в субботу и воскресенье они так же, как и все остальные люди, отдыхают. На острове очень развит туризм, в связи с чем в основном киприоты работают только в летний сезон. На Кипре высокий уровень жизни, а также низкий уровень преступности. Основными достопримечательностями Кипра, конечно же, являются Средиземное море, а также многочисленные пляжи. Пляжи Кипра были удостоены почетным знаком «Голубой флаг» как самые чистые пляжи в мире. На улицах чисто и ухоженно, и при этом очень много кошек. Их завезли специально, поскольку ранее на острове отмечалось большое количество змей. Однако кошки справились с поставленной задачей, и, несмотря на это, киприоты не любят кошек, а больше предпочитают собак. Большую часть времени я провела в городе Айнапа, поскольку здесь есть все для отдыха. Красивые пляжи, море, улица баров, пейзажи, монастыри, водные виды спорта, дайвинг, храмы и многое другое. Специально для проекта «Город женщин». Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Итак, мы продолжаем прямой эфир, и во время этого потрясающего сюжета в нашем городе женщин появилась прекрасная, красивая Вильяна Крыжановская. Вильяна, здравствуйте. Buonasera. О, итальянская И речь. неспроста она заговорила на Итальянском. итальянском, потому что Вильяна уже много лет проживает в Италии. Вот О, об этом как она хорошо. сегодня с нами и поделится. Вильяна, ну расскажите, как вы оказались вот именно в Италии? Ну, я переехала в Италию в 2011 году. Что такое Ну, это- загадочный год? Да, это 2011. высокосный какой-то год. В Японию девушка уехала в Италию. Ну, это у меня детская мечта. Первый раз я поехала в Италию в 10-летнем возрасте. Столько монеток покидала на Фонтане Треви. Нужно поехать в Италию, обратно вернуться, еще учить итальянский. Ну, вот и сбылось. Какая молодец. Конечно, То проработала. есть это была осознанная цель, вы к ней шли много с лет? 10 лет. С да. 10 Ну там лет. фантастически красиво. Многие просто Там- влюбляются мгновенно в Ну, Италию. в детском возрасте просто ты влюбляешься в пиццу, Да. пасту, а мороженое везде джелато написано, и ты такая проходишь, говорит, лето, мороженое, все нужно, рай. все, да, все вкусы нужно перепробовать. Ну вот, все. Как 2000 интересно, детская да. мечта стала реальностью. Действительно. Какая- В 2011 году вы уже достаточно в таком осознанном возрасте переезжаете в Италию. Но как? Вот с чего начать-то? Вы с чего взяли? Вот не взяли же чемоданы и не полетели? Поеду-ка я в Италию. Да. Ну, план уже как бы начинался с 20-летнего возраста. Сидела постоянно в интернете, искала, какие курсы есть, где можно учить итальянский, потому что тут у нас в Якутске, как оказалось, вообще не учат Не учат итальянскому. совершенно. Да, испанский язык у нас где-то был, Иньяс, что ли, какая-то школа там была. Даже 5-я школа преподает испанский. Ну, Факультативно.
Да, просто я ее не помню, учительница, если она меня видит, привет. Она мне дала просто книжку для детей маленьких итальянского языка. Я пыталась каким-то образом учить, но это вообще там АБВ, ГДейка, и вообще не научилась ничему. И потом нашла в 2009 или 2010 школу через EF School. Да, и там прошарилась что к чему и нашла программу на 9 месяцев. Ну, учить итальянский от нуля. Здорово. Да, сразу нашла, оплатили, родители разрешили, ну, деньги каким-то образом, да, половину сама накопила, на вторую половину терроризировала своих родителей. Хочу и все. То есть Да. вы такая дамочка, да? Нет, так это же здорово. Это же Поставили здорово. цели, всех на эту цель подписали, да? Правильно, правильно. Ну, а все родственники как бы поверили мне в мечту. Ну, если она не поедет, все уже, как бы, жизни тут в Якутске, видимо, не будет. даст всем. Да, и Она нас полетела. всех загнобит, да? Лучше пусть едет в Италию. Да, от греха подальше. И вы отправились на 9-месячные языковые курсы. Да. А вы проживали как студент Кстати, или же вот в семье? Опять же, в курсе было включено школа и проживание в семье с host family. Ну, в принципе, нужно было... Вы на практически пансионе, да, в этом были? Да. А? На пансионе Нет, были. нет, в это семье? Нет, приемная это вообще семья. в семье. А, Да, прям в приемная семье. семья, да. Нужно было к ним обращаться практически как мама и папа. А у них были дети? У них как раз дети были, и им нужно было учить английский, а они должны были учить мне помогать с итальянским в В этом и школе. есть суть обменной программы. Да. да? Здорово. Ну вообще и весело вот, было. отучились вы 9 месяцев и поняли, что я отсюда не уеду, правильно? И мои спрашивают сразу, обратно летишь? Я говорю, нет. Ого, говорю, вот я- это заявление. Я говорю, я уже документы сдала в университет. Я вступительные экзамены прошла, все, пиши пропало. И вы А поступили в университет Да. самостоятельно. Да, на бюджетном. 30 баллов получила 28. Ну, все говорят, что с образованием, которое мы здесь получаем, если ты Легко. осваиваешь хороший язык, то там поступить легче. Да, намного У нас легче. очень По какой хорошие знания специальности всё-таки. тогда вы закончили высшее образование? Факультет политологии. У меня Ничего себе! статистики прогнозирования. Вот Да. так Вот это да! Здесь-то Ну в вот- России бы, наверное, не Да, закончили. еще да? но, когда я подавала там Из документы, сразу говорят, вы из России? Я говорю, да. А, ну тут факультет туризма и там языков тут рядом. Я говорю, нет, Нет, я я хочу политолог. к вам. Я говорю, да вы шутите? Я говорю, нет. Я оставляю тут документы и все. Они смотрят с такими шарами и сразу, ну ладно, оставляйте. Посмотрим, если вас возьмут. Юлиана Взяли. так рассказывает, прям как будто бы она практически всех заставила. Родителей заставила. В университете. Итальянских деканов Мне кажется, по заставила. темпераменту она вот прям уже вот прям... Как раз я у себя дома, да, Да-да-да. по темпераменту. Если вот, Да, допустим, у до вас, видимо, этого... такой да, знойный темперамент. До этого гость у Знойный. нас говорил о том, что японцы, они по менталитету похожи на именно родственников, на родню, да, спокойные и поэтому бы проще. сказала, что вы на То испанском. вы прям в своей тарелке, да, у вас Я бы ух. сказала, что она больше на испанку похожа. Скорее всего, у меня уже семья такая сицилийская. Если к нам еще и зайдете, сицилийская. да, ну, к нам заходят постоянно гости, говорят, что у вас за итальянская семья? Тут кто-то там чем-то занимается, тут кто-то Вид- поднимает. Постоянное движение, да? Да. Это нормальный как бы абитат для меня. Это все нормально. Хорошо, но вы закончили университет, и на сегодняшний день чем вы занимаетесь? Нашли ли вы себя вот именно в качестве специалиста? Политолога. К сожалению, там кризис. Я там проработала риэлтором, а потом проработала еще по переводчиком. Переводчиком. Опять же работала Экскурсоводом, да, в бутиках. Опять же экскурсоводом. А потом по специализации, слава тебе Господи, проработала, но там зарплата маленькая. Со стартапом в сфере инноваций, технологий. Вот как раз в прошлом году была тоже в большом саммите в Милане с Фейсбуком, с Гуглом и там со всеми Mozilla Firefox. Ну, было круто, но когда тебе платят мало, а время жить дорого. И вот в последнее время вот устроилась опять же в бутик в Валентино, но там от кутюра высокая мода. Ну, это как практически машины торговать. Ну, весело. Да, там очень большие. Да. Валентина То есть очень- вы у нас теперь в фэшн-индустрии, да? Да. Ну, пока что да. Отлично. Это показы. Ну, а вот здесь тогда продажи. возникает... Давайте немножко поговорим про культуру, да? Вот вы все-таки такая дама темпераментная, вы, как говорите, все это видите, запоминаете, все в себя как губка впитываете, видимо, да? Вот скажите, правда ли, что вот итальянские страсти прям кипят везде? В кафе, в магазине, Везде. Что они действительно вот такие вот очень, Везде. очень активные. В 2011 году у меня вообще был вот реально шок. Я такая выхожу, говорю, а что все ссорятся? Говорит, нет,
Моя гост-мама говорит, это они общаются. Говорю, каким образом общаются? Говорю, ну ладно. А потом в один прекрасный день просыпаюсь, дома бардак. Я думаю, что случилось? Потом спрашиваю, да, у дочки. Она говорит, про соседей разговаривают, как там они ссорились? А они разговаривают про соседей. И вот сами ссорятся. Я говорю, ну круто, говорю, ладно. Но ты быстро привыкла вот именно к такому менталитету. Для тебя это не было прям дико, вот этот постоянный шум, гам? Первый месяц, да, потом уже к третьему месяцу уже начала разговаривать на итальянском, поэтому уже было более или менее. А самая большая помощь в изучении итальянского, что на самом деле посоветуете? Что больше всего надо первое учить? Учить итальянский мат? У них тоже Вот матерятся? так вот. Очень много. Практически, если ты матом как бы не пользуешься, получается, практически ты уже как бы не Ты не помогаешь. итальянец. Нет, не доводишь дело до конца практически. Чтобы понять, дать понять человеку, нужно обязательно каким-то образом Ставить матерочку. ставить. Да. А давайте поговорим про итальянских мужчин. Общалась, наверное. Уже прям по улыбке. Вот скажи, был ли опыт общения вот с ними? Тебя, наверное, воспринимают там совершенно как такую прям В принципе, очень да, колоритную. экзотика, поэтому люди обычно не понимают то китаянка, то японка, то кореянка. А Когда более говоришь саха, наверное, вообще, кто да, это? а более или менее эксперты говорят Казахстан. Я такая сижу, думаю, Монголия. И я такая сижу, практически уже рядом. Ну, обращают внимание, да? Да. То есть очень, наверное, повышенное внимание. Там поют, романтичные парни они или... Серенады Или все по-такому? кричат и ругаются. Нет, они очень романтичные. Романтичные. Да. До невозможности. Бывает те, которые практически там песни тебе поют, стихи тебе пишут, и ты такая сидишь, думаю, боже ты мой, в Якутске такого у нас нет. Только поэтому останусь-ка я жить, да, там. Ну, Хорошо. А правда ли, что все-таки для многих итальянцев у них все-таки вот образ Мама. идеала – это мамочка? это правда. К сожалению, это правда. А они, правда, вот такие все необъятные или нет? Не все. В последнее время все ухаживают за собой, куда-то бегут, там занимаются. Опять же, вот это вот якутское модное ПП там, да, опять же, везде практически. Я знаю то, что мамы везде в отношениях, потому что я сама как бы встречалась с сицилийцем 5 лет. В отношениях мы были я, он и и мама. его мама. То есть ты 5 лет Баста. прожила не с сицилийцем, а С мамой. ним и с его мамой? Практически со всей семьей. Здравствуйте, сначала мама, здравствуйте, потом ты, да? Да, но первые 3 года было весело, конечно. Первые 3 года веселились, Первые 3 А потом второй год уже как бы мама уже как бы идет уже с конфиденцией. С личной информацией. Ну, как- Личное, лезет личное. Да, она постоянно звонит, говорит, а почему вы, как там, у Фабио голос какой-то не такой, вы случайно не поссорились? И ты такая сидишь, куда ты лезешь, мамочка, успокойся. Ой, ну очень интересно рассказывает. Я прям вижу, она вот прям с Италии. Она вся вот такая. Итальянские страсти. Очень, и очень забавное, замечательное чувство юмора. Да? Вот, Вилиан, мы сейчас уйдем на рекламную паузу, но после нее мы обязательно вернемся, продолжим эту интересную беседу. Начнем с чувства юмора. Да, начнем с чувства юмора и продолжим вот про эти итальянские страсти. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Мы продолжаем прямой эфир «Города женщин». И до ухода на рекламу у нас тут в городе просто кипят итальянские страсти. И неспроста, потому что к нам в гости пришла Юлиана Крыжановская. Она уже с 2011 года проживает в Сицилии и делится своим опытом проживания, чем она занимается, как она живет, чему радуется, чем восхищается и чем недовольна. Ну, Чем недовольна, мы Даш, поняли. Я хотела еще, поскольку мы так веселились до ухода на рекламу, скажите, а там вот чувство юмора схоже с таким, как в России? Они иногда такие шутки, вот знаете, у них специфический юмор. Все итальянские комедии, они очень смешные. У них с юмором очень даже хорошо, даже больше, чем в России, наверное, скорее всего. Да? Постоянно стебут, какой-то юмор, не знаю, там всегда весело.
Всегда скучать не То есть приходится. солнце отразилось и на чувстве юмора. Ну, вот с утра до вечера. Это правда, что вот на Западе, ну, такая, так сказать, предпосылки всегда были такие, что на Западе всегда рожают очень поздно женщины. Поздно, да. А в Италии насколько так же похоже это и почему? Или это вот прямо действительно после 40 и... Слава тебе, Господи, это правда. Да? Потому что я приехала в Якутск, все, когда рожаешь, когда замуж. Даже вот позавчера, на прошлой неделе, ой, гинеколог, рожать надо. Я говорю, я в Италии еще молодая, до 40 лет, это у нас молодежь, говорю. Нормально. Потому что после 30 люди начинают строить карьеру, а потом они начинают уже искать дом, потом уже школу, университет. Когда все будет готово, а потом они начинают и... как бы, Рожают пачками. Да. Правильно. И в последнее время вообще детородность у них вообще слабая, потому что все на карьеру пали. И вот это вот женщины стали вести себя как мужчины. Вот как там, парита де сессо, кто? Как там, не знаю. Всё, она мужеподобные, уже мужеподобные. не понимает, что она хочет. Ну, не то чтобы мужеподобные, а они пытаются быть наравне. Эмансипация. Да, эмансипация, Эмансипация. да, быть наравне с мужчинами. Поэтому они хотят, вот у мужика есть дом и квартира, там все дела. Значит, мне тоже Да, мне тоже нужно. Лена, а вот Потом. скажи, у меня такой возник вопрос. Говорят, когда начинаешь видеть сны на На том иностранном языке, да, на языке, это значит, что все, ты уже... Уже там. Да, уже там. Вот ты сны на каком языке видишь? На итальянском. На На итальянском? А вообще говорят еще, прожив в одном месте 12 лет, это у тебя уже даже на молекулярном уровне меняется отношение вообще к миру, и ты становишься на молекулярном уровне итальянцем. Ужас. Еще 4 года, и все уже. Да, Итальянка. Все, итальянка будешь. Ну, еще 4 года у меня гражданство будет. Ну точно итальянка же, Ну говорит. точно все. Вот и скажи, как часто ты приезжаешь в Якутию? А когда в университет ходила 2 раза в год. А потом вот в последнее время, вот как начала там работать, последние 3 года, только раз в году. Печально. Ну так же, как... Это печально. Слава тебе, Не, ну Господи, все равно мои приезжаешь летают. же. Это есть- Ну да, мои летают, и как бы подружки летают, родственники каким-то Тебе в образом гости, да? издалека. Ну и есть Facebook, Да. Skype. То есть, ну, кушать. А, кушать! Все накушать. Да, и вот, еда это то есть на гастрономическое ближайшие везде. 5-летку у тебя планы получить гражданство? Мгм. Еще какие планы, если не секрет? Замуж выйти нет? Замуж выйти, там, ребенка взять. Просто у меня сестра сказала, до 35 рожаешь или вообще ничего. Или не возвращаешься в Якутию? Или да? обратно, вообще не возвращаешься. Я такая, ну ладно, придется рожать. То есть надо срочно искать сицилийца. Не тянуть с ним на 5 лет. Римлянина, потому что я живу в Италии, в Риме. А так просто мне попался сицилиец несчастный. Несчастные сидели. Несчастный сицилиец, говорит она, а нужен римлян. Да, лучший римлянин. Ну, Очень интересно. Вот она даже уже разбирается в итальянских А мужчинах. они С какого темные региона римляне они или лучше? светлые? всех мастей есть. Вот говорят же, вот итальянцы, они темные и с темными Они сицилийцы волосами. темные. Нет, сицилийцы вообще блондины. Да? Это в зависимости, да. А с голубыми глазами. У меня бывший блондин с голубыми глазами. Ой, ну с Ульяной можно говорить о многом. Бесконечно. Так он Ну что ж, по-женски Ульян, нормально. конечно, возвращайся к нам, не забывай о том, где твоя родина, и мы желаем тебе успехов в далекой Италии, и возвращайся уже с каким голубоглазым или с темным итальянцем и с детьми? ребенком. Нет, с детьми Ждем уже надо, тебя. Ну что, дорогие друзья, сейчас мы переходим к следующему сюжету, а посвящен он будет фэн-шую. Вы знаете о том, что те цвета, которые у вас находятся в гардеробе, очень влияют на вашу судьбу. Внимание на экран. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вам рассказать об основных тенденциях на 2019 год, согласно учению фэн-шуй, по выбору одежды. В этом году самым актуальным цветом является красный цвет. Красный. Почему красный? Потому что это дает страсть, уверенность, движение, деньги, поток, изобилие и все остальное. И не обязательно носить полностью красную одежду, да? Можно применить его в кошельке, сумках, даже вот ногтик покрасить в красный цвет, это тоже будет актуально. Если вы хотите привлечь в свою жизнь вторую половинку, страсть в отношениях, даже по карьерной лестнице подняться, вам нужно немножко добавить этот цвет. Некоторые девочки очень стесняются, да, вот этого цвета, потому что он такой яркий, активный, да. Не волнуйтесь, и поверьте мне, вот это вот вам принесет, наоборот, больше успеха в этом году. Следующий самый очень важный цвет – это у нас цвет земли. Это все желтые, коричневые, бежевые цвета, да, какие-то терракотовые. Они вам дадут какой-то вот
частичку власти немножко, да. Если вы хотите подняться по карьерной лестнице туда же, да, привнести в вашу жизнь уверенность, умиротворенность, стабильность, вам необходимо привнести этот цвет в ваш гардероб. Следующим таким самым актуальным тоже, да, цветом является зеленый, либо цветочные принты. Они вам дадут какое-то вот творческое начало, успех, да, какие-то вот креативные идеи. И зеленый цвет в этом году, он такой будет олицетворять дружбу, союз. И вообще вот в этом году очень актуально работать парами. И еще он вам даст такой вот легкость, свободу общения. Если вы ищете в этом году какую-то поддержку, помощь со стороны властей, либо друзей, либо вообще людей, да, вам необходимо будет привнести в вашу жизнь немножко цвет металла. Цвет металла это у нас белый, серый, золотой, серебряный, да. Оно будет вас поддерживать в течение всего года. Еще в стихию металла, да, входят такие вот украшения из металла, бижутерию, да, какие-то вот красивые браслетики, цепочки, обязательно кольца. И это не просто дополнит ваш образ, да, но и привлечет колоссальный успех и удачу. У каждой женщины, у каждой девушки наверняка в гардеробе есть маленькое черное платье. В этом году, к сожалению, я хочу вас немножко расстроить. Синие, черные, голубые оттенки лучше немножко избегать, да, потому как оно нам дает конкуренцию. Лучше обратите внимание на такие цвета, как темно-зеленый, либо коричневый, да, они вот дадут какую-то такую альтернативу черному цвету. Зато они вам дадут какое-то вот прекрасное настроение, творческий прорыв, какое-то вот начало чего-то, да, и, естественно, поддержку и власть. Вот такими маленькими хитростями мы можем сгармонизировать нашу жизнь. Оставила я, Наталья Гуляева, специально для города женщин. Спасибо Наталье Гуляевой за то, что предоставляет нам очень интересные такие сюжеты по фэн-шую. Мы постоянно обучаемся. Машенька, ну что, мы тебе передаем слово. Сегодня ты у нас заменяешь Бему Лазареву и подготовила очень интересную информацию по нашей теме. Да. Поскольку мы сегодня говорим о путешествиях, о поездках в дальние страны и на постоянное жительство, мы решили сделать подобрать советы о том, как себя вести и чтобы обезопасить, улучшить свою жизнь там и, так сказать, лайфхаки для путешествий. Поехали. Ну что, первый? Ну, первое, во-первых, когда вы приезжаете в отель, возьмите визитку отеля. Они всегда на ресепшене есть. Во-первых, там есть телефон, адрес на том языке, на котором вы находитесь в данной стране. И если где-то что-то случится, вы заблудитесь или не знаете, куда идти, просто показывайте визитку, ну и там на ломаном английском или русском показывайте, куда вам надо, обязательно вам помогут. Второй совет – это, вот заселяясь, мы всегда, приходя в ресторан, заселяясь в ресторан, в гостинице, мы наблюдаем, что едят за столами обычно, правильно? Или что покупают люди. Надо выучить фразу «то же самое» или «мне это же» на том языке, на котором вы собираетесь, ну, в какой стране вы собираетесь присутствовать. Мне то же самое. Да, мне то же самое. Допустим, у Юногаз, по-моему, это по-венгерски. Ну, давай дальше. Значит, ну, обязательно выучить некоторые фразы, которые говорят о том, что вы, ну, как-то к культуре приближаетесь. Здравствуйте, до свидания. Это обязательно. Доброй ночи, да, как бы обязательно, ну, это как хороший тон уже. Обязательно сохраняйте фотографии, когда вы делаете их, не просто на флешке или на фотографии, а в облачном хранилище. Заведите себе облачное хранилище. Google, Яндекс, как у нас там еще есть? Ну, есть такие, да. Сейчас. Сфотографируйте свой багаж. Обязательно. До приезда и после приезда, чтобы у вас на обязательно была фотография багажа. Отсканируйте документы, чтобы у вас было не менее 2 или 3 сканов документов, всех, которые вам нужны. Полис медицинский, паспорт, права, если у вас международные права, обязательно. Обязательно простейшая аптечка. Самое, что ни на есть, потому что лекарства на Западе практически все продаются по рецепту или очень дорого. Привычные вам лекарства, тот же самый парацетамол или какие-то желудочные препараты.
Обязательно, когда вы куда-то идете в какое-то место присутствия, спрашивайте аварийный выход. На всякий случай. Вдруг толкотня, надо будет выйти. Аварийный выход. Вот я бы про это не подумала. Хотя бы Да, надо да, это- взглядом найти его, да? Да, обязательно в обменнике, когда вы приходите менять русские рубли на евро или на другую валюту того государства, где вы находитесь, уточняйте сумму в конце. Обязательно. Это просто самое главное. Посещайте, естественно, бесплатные экскурсии, потому что они не всегда плохие. Заведите себе дневник на время путешествия и записывайте туда. И, конечно, спросите у местных жителей, какой у них самый любимый ресторан. Там, как правило, лучше всего кормят. Вот там. Вот и еще очередные лайфхаки от нашей Маши. Машенька, спасибо. Дорогие друзья, на этом мы завершаем наш эфир. Напоминаем вам о том, что мы не пропагандируем вам уезжать, эмигрировать с нашей любимой Якутии и жить за границей. Мы лишь делимся опытом наших земляков. Да можно просто путешествовать. Можно просто путешествовать. И увидимся совсем скоро. До новых встреч.